В декабре прошлого года прошел 6-й открытый форум прокуратуры республики, посвященный вопросам реализации прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Необходимо отметить, что на территории республики принимаются меры по реализации прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Так, в результате профилактики семейного неблагополучия ежегодно снижается количество детей, оставшихся без попечения родителей. Также необходимо отметить, что более 93% детей, оставшихся без попечения, они устраиваются в приемные семьи. Ежегодно более 500 детей-сирот получают жилое помещение. Вместе с тем имеются определенные проблемные вопросы. Так, прокурорами выявляется нарушение социальных прав детей-сирот, нарушение в сфере здравоохранения, нарушение деятельности специализированных учреждений, которые в отдельных случаях не соответствуют установленным требованиям санитарным и противопожарным. Одно из главных прав, которого лишаются дети-сироты, это право воспитываться в семье. Основное право, которое здесь озвучивается, это право воспитываться в семье, и существенное негативное влияние на это влияет то, что родители нарушают их права в результате того, что им свойственно лежащих людей, в частности, вызвано алкоголизмом. У 90% детей, которые становятся сиротами, родители ведут асоциальный образ жизни. Согласно Семейному кодексу, родители, лишенные родительских прав, теряют все права, основанные на факте родства с ребенком, в том числе право на получение от него содержания, а также право на льготы и государственные пособия. При этом лишение родительских прав не освобождает родителя от обязанности содержать своего ребенка. Если родители уклоняются, средства на содержание взыскиваются в судебном порядке. Прокуратура республики проводит большую работу по соблюдению прав детей-сирот. По результатам протеста прокуратуры республики законом предусмотрено предоставление детям-сиротам вместо комнаты отдельной квартиры. Определен размер ее площади от 24 до 38 квадратных метров. Возможность получения жилья по месту фактического проживания сирот, а не по месту их выявления. Размеры субвенций на жилье сиротам стали устанавливаться на основании рыночных цен. Определены сроки создания специализированного жилого фонда для них. Также по мерам прокурорского реагирования из бюджета республики дополнительно за последние 6 лет выделено около 3 миллиардов рублей на обеспечение жильем детей-сирот, что позволило республике стать одной из лидеров в Дальневосточном федеральном округе и Российской Федерации в целом по ликвидации очередности детей-сирот на обеспечение жильем. На форуме был поднят вопрос невыплаты алиментов родителями детям, воспитывающимся в приемных семьях. Почти все приемные родители сталкиваются с такой проблемой, безуспешно обращаясь за соблюдением прав в соответствующие органы. То, что наши приемные семьи, конечно, к нам приходят, мы юридически все равно им помогаем составлять исковые заявления, как подаются. Сейчас у нас изменения же в КПК. Если истец подает, то он должен ответчику вручить данные исковые заявления с соответствующими документами. У нас в этом проблема состоит, потому что мы этих нерадивых, извиняюсь за выражение, родителей не можем найти. Прописка там, а они мигрируют. На форуме выпускники детских домов поднимали вопрос, касающийся того, что им не предоставляют место в общежитии в каникулярное время. Еще одна проблема – задержка получения квартир, гарантированных детям-сиротам законом. Министерством строительства разрабатываются различные варианты решения данной проблемы. Одним из вариантов, который мы уже рассматриваем, это оплата арендных платежей в период ожидания детей-сирот. Этот вариант поможет решить вопрос большей части, и очень быстро этот вопрос можно решить. Соблюдение жилищных прав детей-сирот стоит на контроле у депутатов Илтумен. Очень надеемся, что, вот как министр доложил, что если в первом квартале мы уже увидим освоение и потребности, соответственно, мы готовы тоже подключиться к работе, чтобы действительно корректировка произошла, и те дети, которые у нас стоят в очереди, были обеспечены жильем. На форуме был поднят вопрос школьного питания детей из приемных семей. Считать, что ребенок находится в приемной семье и является набором обеспечения, это не совсем то же самое, что детское учреждение. Вот здесь, если мы сможем отработать с муниципальным образованием по приемным семьям,
И этот вопрос мы с ними рассматривали с участием Министерства образования. Все-таки полномочия по обеспечению питанием льготных категорий – это полномочия муниципальных образований. Мы провели видеоконференц-совещание. Действительно, вузы разделились. Есть вузы, которые кормят бесплатно детей, скажем так, это в том числе город Иркутск прежде всего. Есть районы, которые не включают детей-сирот, ни приемных семей, ни детей, которые находятся в центрах помощи, в категорию получающих бесплатное питание. Почему не решается питание школьное для детей-сирот, которые из приемных семей? Это вообще нонсенс. Раньше это было. И город наверняка решает это питание не из собственного бюджета, не из бюджета города. Это все равно республиканские деньги. И туда поступает заявка от районов по численности детей, и многодетных, и сирот. И дает район, потом идет разнарядка по школам, и выдаются эти субъекты. Просто надо управление Министерства образования усилить этот контроль и сделать выборочную проверку. Или подключить, я не знаю, общественную палату к этому вопросу. То, что вы инициируете проверить, контролировать на местах, это очень важно, можно включить прямо в протокол. Мы тоже согласны на это. На самом деле, как на местах обеспечивать детей питанием. По итогам форума представителями министерств и ведомств, а также общественности внесены конструктивные предложения по соблюдению прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Я думаю, что мы, подняли очень острые проблемы, которые требуют решения, и по результатам, этого форума, как уже было сказано, в соответствующие органы будет направлены рекомендации, резолюции, и мы будем отслеживать, каким образом эти проблемы решаются. Крахастахого осколага киренинне үз бес алтахастахого маннай жага калерин жегергене калерин тонан гипстехпит о маннай жага калергер билен туран төрөпүттер огоны италар жоннор ого хохун белемниллер. Бу хүддах солталак тоя кана мин кетеспиттер биттен оны мене биттен ого боланы өйдүр. Оголор осунан кирер дехтерине кинилер буллагана бейлере булланы киха йылкатон нукоңулах стабильность нучылы такам иддиллер хеп олеген таптыра нюдах болалар бейлери сөбүлүр хыттыктах болалар да этинникке оголор наха күскө хысталлар оннон токалар нахар диллер бу огого оску ярыгар онна бейтин эреллахтык хананаргар наханадалак хая багара жегерген итие хоголугетин наха күскө бериллер болар. Олеген оғыны қоғығар бәлемнерігер әйге қолуыр бартан саңа малду, бітер бәғат малғытын ағылан уран бараңытту, оғыны күтті көпсетейін қоғығар кирен көрдірін, онтын сөбіләбіт түгін, кені болланы бәйті аттығар иджахыджар болар сәп. Түгәрі сөбіләбәп боллағаны өссі әбі түгәрі алған сәп. Бұл боллағаны, оғыны боллағаны бігі ән санағын істебет, әйген еме очуотту бұт ән санағын ден қолуыр көрдірі болар сәп. Оға боллағаны бұл мейін істеллер әбейт, оннағыр үстастағы оғылыр. Мейін істеллер әбейт, мейіттен ейталлар әбейт, дедеға кені бәйтін әрақ тұра қананар, оны ханатын хағысты кәтер боларға, әте бастықы қарды болар. Олеген маннай кәлем барамы чоғыл жетін қоғын бәлімні әтібет, оғыға көрдірді бүйт байыны ден, кені бәйтін малларын бәйті қайыр болар. Аны сұрық түріппеттер сыйхаллар, қолыр бұл әргерен қал бұт дема біраған бейхелер он юрген. Эти боланы хорох оголога травма болан қалар. Аны боланы оға мерас боллаға де. Хорох оголар уяннар, хорох оголар бәлін истерігер тұтағы жаллар, ханаларын әппеттер, ұтанды көрдер бәттерген. Оны кеннегер оны травма құда қаларын бейхелер. Онтын ұладан баранар кепсәтчілер. Олеген боллағана қанны кара онюру бірағыққыты ене бәтер. Даже хыттық қатын олары тарайын болаға әргер бітендер бақа кепсәтен баран бұхарыққа надақ оға. Очытығыр оға өйді өтіғіне кені боллағаны бұл антықатын бәйтер ұйтан бейерсен. Бұл қолыбыр тоққа бұл атын білі опсай казионай жеға дейбітте, бейхеге опсай жеға олар бұтағыларға мені ден наха солталақ. Тоқан бұл мені ден кенерге боланы тоқ болар. Күшті хана өскетер. Мен тоқта қара беппенден. Мен хаңырара беппен, мен өйдіға беппен, мен ойнырдаға беппенден. Кейхе қолар маны баяр жегітті. Баяр малынан әрі болбаққа, баяр білінен, көрінен, мала мен ойым ұлған холталақ. Ол ең оғығы әте хаңа кәлбет оғығы әте хүдді холталақ, он тұқатын болағына оны бастықынан нүчет тоққанадып.
познакомим. Как тебя зовут? Зовут тебя как? Катя. Скажи, Катя. Кате на сегодняшний день 7 лет. Она у нас умеет играть, рисовать, любит танцевать. Девочка красивая и на следующий год пойдет в 1 класс. Катя, поздоровайся с куклой. Скажи здравствуй. Здравствуй. Где у куколки глазки? А носик? Поздоровайся с куколкой. Привет. Катя – солнечный ребенок. Она легко вступает в контакт со взрослыми и детьми. Как и все девочки, Катя любит играть с куклами, изображая себя в роли мамы. Катя – аккуратная и опрятная девочка. Она самостоятельно одевается и все за собой убирает. Послушно выполняет любые поручения, с удовольствием учится чему-то новому. Любознательность и открытость позволяют Кате чувствовать себя легко и непринужденно в любой обстановке. С Катей легко в общении. Коммуникабельная, подвижная, добродушная, она заряжает своей солнечной улыбкой. Катя особенная девочка. В теплой домашней обстановке при должном уходе девочка сможет раскрыть свои индивидуальные способности. И мы надеемся, что для Кати найдется семья. Знакомьтесь, Сахамин. Мальчик родился в марте этого года. Спокойный, жизнерадостный и крепкий малыш. Хорошо ест и спит, живо реагирует на звуки и голос. Ему нравятся музыкальные игрушки. Сахамин – активный ребенок, интересуется всем окружающим. Малыш очень ждет маму и папу.